В рамках этого проекта у нас в республике, как и по всей России, реализуются 3 инфраструктурных направления. Сделать сельский досуг доступным – такова задача единоросса. В Ингушетии готовится к реализации госпроекта. Да, она была как бы формально ликвидирована, но впоследствии эта свалка вновь появилась на прежнем месте. Стань волонтером, улучши экологическую обстановку. Интерактивная карта свалок действует в республике. Как, расскажем в выпуске. Они в списке лучших. Сразу 4 ингушских дзюдоиста попали в сборную России, которая поедет на чемпионат мира. Его карьера за годы войны, она была блистательной. Он был свидетелем 2 великих войн, 149 лет. Исполнилось со дня рождения генерала российской царской армии Саварбека Мальсагова. Пожарная сигнализация у вас находится в неисправном состоянии. Безопасность детей превыше всего. Сотрудники МЧС проводят проверки на соблюдение пожарной безопасности в школах региона. Самыми заметными событиями жизни региона вас ознакомит информационная программа «Новости-24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. «Единая Россия» готовится к реализации госпрограммы по строительству и реконструкции сельских домов культуры в Ингушетии. Ее запустили всего несколько месяцев назад. Пока проводится оценка состояния здания учреждений культуры. В скором времени партийцы приступят к реализации проекта. Кроме того, единороссы решили создать условия для развития детского спорта. Слово Индире Манкиевой. Один из домов культуры, где необходимо провести ремонт, Икажевский. Специальная комиссия во главе с региональным куратором федерального партийного проекта Юшей Газгиреевым уже убедилась в этом. В ходе недавней инспекции заключили, что ремонт здесь нужно провести в ближайшее время. Один раз сделать, другого лучшего у нас нет. И здесь что получается с нашей сыростью, вот эта покраска, она ежегодно от нуля приходится. Средства уже поступили на счет. Осталось определить подрядчика и начать ремонтные работы. Тут же устанавливают и сроки. Объект в эксплуатацию нужно сдать до осени. На реконструкцию выделено немало средств, чтобы превратить старый дом культуры в красивое архитектурное здание. Осень завершить эту работу. Это небольшая работа. Там можно спокойно за 2 месяца с хорошим подрядчиком все это завершить, из этого здания делать игрушку. Да. И фасад сделать, и то, что мы тогда внутри осмотрели, это тоже можно сделать. Федеральный проект «Местный дом культуры» реализовывается по всей стране и для нашей республики имеет большое значение, отмечает Юша Газгиреев. От того, насколько качественно проект будет реализован, зависит, какую помощь федеральный центр окажет региону в дальнейшем. А курировать весь этот вопрос будет Минкульт республики. 529 тысяч – это федеральная субсидия в размере 95%, плюс 5% республиканского бюджета, там общая сумма 550. 7300 тысяч. Соглашение заключено, средства поступили на счет. На доходный счет республики. Вот. Ну, там в установленном порядке, есть процедура определенная. То есть нами вся работа проделана. Директор Дома культуры отмечает, что как только определятся с подрядчиком, начнутся все остальные работы. Репетиционный и банкетный зал, библиотека. Срочному ремонту подлежит практически все помещение. В данный момент Дому культуры Назанского района требуется, по моему мнению, капитальный ремонт. Там необходимо фасадную часть ремонтировать, менять окна, двери. Также внутри в некоторых местах необходимо поменять полы и обязательно сделать электрику. Это, на мой взгляд, те виды работ, которые необходимо сделать. Следующий вопрос на повестке дня – еще один партийный проект, направленный на развитие детского спорта. Речь идет о том, в каких школах будут строиться или реконструироваться спортивные площадки, как уличные, так и внутри учебного заведения. Руководитель проекта в регионе отметил, главная особенность проекта – дети с раннего возраста будут физически развиваться. В рамках этого проекта у нас в республике, как и по всей России, реализуются 3 инфраструктурных направления. Это строительство ФОКов, это 500 бассейнов и создание условий для занятий спортом в сельской местности. В настоящее время, именно сегодняшнее наше совещание было связано непосредственно с подпроектом создания условий для занятий спортом в сельской местности. На эти средства, на эти цели в этом году в бюджете Республики Ингушетия предусмотрено 18 миллионов рублей. В числе участников встречи представители Минобра и Минфина, которые в дальнейшем будут реализовывать проект в регионе. Каждый из них рассказал, на какой стадии находится работа по их направлениям. Мы обычно рассматриваем тендерную заявку 2 дня.
3 дня, зависит тоже от количества работы. Рассматривать будет, скорее всего, курирующее Министерство образования, так как готовит Министерство образования, это по их направлению, они меня не касаются. Потом вывесить на тендер, если заволочки не будет, в течение месяца должен состояться тендер. В рамках данного соглашения у нас в этом году непосредственно идет ремонт 5 спортзалов, оснащение 12 спортплощадок открытых и создание 6 спортивных клубов на базе образовательных организаций. Сумму вы назвали. Сегодня что сделано на сегодняшний момент? Это деньги к нам в республику поступили в июле этого года. И согласно соглашению мы должны 31 декабря сдать объекты. Проекты, направленные на развитие детского спорта и поддержку культурного звена, несомненно, играют важную роль, а объединяет их одно – вырастить достойное поколение. Индира Манкиева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Новый проект Общероссийского народного фронта дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. В целом он направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. Запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. О том, как этот проект работает в Ингушетии, на примере одного из волонтеров, расскажет Мадина Пугоева. Этот участок земли на окраине Яндари в селе знает почти каждый второй. Местные жители бросают здесь мусор уже больше 10 лет. Причем со временем несанкционированная свалка лишь увеличивается в размерах. О том, что сюда периодически привозят бытовые отходы, Мухаммад Хамхоев знает давно. Однако бороться за чистоту окружающей среды он начал совсем недавно. Грузовик легковой машины примерно Несколько месяцев назад Мухаммад Хамхоев отметил ее на интерактивной карте свалок, после чего к решению экологической проблемы подключились и активисты ОНФ. Тогда по настоянию неравнодушных мусор убрали спецтехникой, однако чуть позже бытовые отходы вновь начали накапливаться на том же месте. Местные власти, уверены активисты ОНФ, возложенную на них задачу выполнили не в полной мере. Мы видим, что нет плаката, предупреждающего о том, что сюда мусор свозить нельзя. Нет препятствий, которые могли бы каким-то людям сюда приносить мусор. И отсутствуют контейнеры для сбора этого мусора, чтобы можно было отсюда уже вывозить на так называемый полигон. Вот этого не организовано. Да, она была как бы формально ликвидирована, но впоследствии эта свалка вновь появилась на прежнем месте. Нет мусорных баков и на центральных улицах сельского поселения, что в свою очередь вынуждает местных жителей вывозить мусор в места его несанкционированного скопления. На вопрос, почему в Яндаре нет специальных контейнеров и когда они будут, местные власти дают неоднозначный ответ. Администрации, то совещание, глава администрации, депутатский корпус, я имею в виду, проинформировать, бакыш хамаш кудёлжан. Но по сегодняшний день бакыш хакачаяц, но хакача установить дячул тяга. Я проблема, 100% тиюали, ну процентов, 50, 60, 70, даял, атахуд мудариш, даяген хетсу. Пакеты, стеклянные и пластмассовые бутылки, канистры из-под бензина, старые шины и даже куриные потрошки. Совсем недавно сюда привезли и распиленные деревья, которые позже просто сожгли. Если учесть, что в нескольких метрах от стихийной свалки находится пшеничное поле, можно предположить, что огонь при сильном ветре мог бы перекинуться туда. И вот тогда серьезного ущерба было бы не избежать. Именно поэтому, уверен активист ОНФ, к ликвидации свалки необходимо привлекать и органы правопорядка. Хотя бы месяц, два, три, чтобы здесь обратили внимание, что полицейские, там, я не знаю, у нас же есть патрульно-постовая служба, наряд, чтобы выставили здесь хотя бы на определенный промежуток времени, чтобы люди знали, что там есть охрана и что там нельзя выкидывать мусор. А пока местные власти пытаются приостановить загрязнение окружающей среды, чей-то скот пасется около мусорной свалки. В списке возможных последствий теперь и болезнь домашних животных. Когда, наконец, ответственные лица всерьез займутся экологической проблемой, а жители перестанут бросать мусор где попало, вопрос пока что без ответа. Мадина Пугоева, Адам Долгиев, Новости 24. Саудовская Аравия готовится принять паломников со всего мира. В августе миллионы верующих устремятся в святые места Мекки и Медины. Среди них будут и жители Ингушетии. Перед тем, как отправиться в благословенный путь, будущих хаджи инструктируют религиозные деятели. Для этого проводится специальный семинар. Материал Фериде Миржоевой.
Быть внимательными, отзывчивыми и помогать друг другу, не забывая о том, что они представляют ингушский народ, чтобы национальный флаг в священном месте стал символом объединения мусульман. Открывая первый в этом году образовательный семинар будущим паломникам, первым делом советую держаться вместе во время совершения хаджа и при соблюдении всех этапов паломничества строго следовать инструкции руководителя своей группы. سكول الخوت برتدوش خشعت حتى أوش سكول الخوت قلت تادوش بحمد الله متك خديه يركض تاد تغوص بالحجوات يربع أزمر نيسلوي سيرونو حتى تسوق كورزق تسوق برتت أزغلق خدوش. Будущим хаджи рекомендуют тщательно подготовиться к поездке, проверить документы, ознакомиться с перечнем лекарственных препаратов, которые запрещено ввозить на территорию Саудовской Аравии, а также уточнить, нет ли долгов перед государством. Неуплата налогов, штрафов или кредитов могут стать основанием для запрета выезда за границу. Трудностей при подготовке к паломничеству в святые места Мекки и Медины будет множество. Главное – сохранять терпение и не забывать, что сама возможность совершить хадж – милость Всевышнего. كردون عقلت سي غوج ماشي عايخكي تيك بيشا بادش شاشت كوركوريا يوز ناح ساعن تين ويشت مخبوط سيك ساعن باش نقودج وحمل ديالي از يو سئر بيشا بادش وين عارج بوقش بيتون بيشا بادنا نا اشتغل شنو حاجه هو اوج ماتك يهون منجي بو انت تسيورا بغوج بالغيب بهون يوغش كنت سنير يهون شيل يهون شانا شيل خيلاش وقتي خلدينك يهون ماكتو حرمي نقول دور فتخة حوق تلفزيون يهون لامت اسمتك يهون خيخ اسمتك يهون يرك بارغتو يهون سون از عدنا اخشا كرليوسكي اسبوعش حنيات سونياخش حين ده تور ازياخش بس دنيا در ديزحون اختين ملك يزحون. Будущим паломникам уже раздали брошюры с подробной информацией об обрядах и обязательных требованиях хаджа, а также читаемое в это время до. Однако некоторые моменты богословам все же приходится разъяснять. لا غازت يا ويقيد مش دول شو أحتم دوات سرقة سرقة زوج دولج دوس تا تسوي أسود سرقة يزوي يا حاجة غازت شو يقي وين دنيا دقداش ده حميس درجة نياقة قاتش شو ده قوي واقع جو حنا شكل فكر خيار كيزوي سرقة. В этом году праздник Урб выпадает именно на период совершения хаджа. В зале интересуются, можно ли совершить жертвоприношение на священной земле. روكودي تلو مسارج كرو صغور بعض أشحاق ودي صغور بعض توقت وسكبي حبوا ولا سكوا كميتاتو سونك بيرداتي تيجي خلاص حاجة غرب شبطة تيجي كذي شو جد تأخذي شو تأخذ بقول ولا قاتو بقول ولا سكوا تجي أشتم مجد دوزو глория تيجي دير دزودو. Образовательные семинары по вопросам совершения хаджа проходят во всех районах республики. Уже в течение пару дней паломников распределят по группам и определят руководители, после чего подобные встречи участятся и будут проводиться вплоть до вылета в Саудовскую Аравию. Uzmanlar diyor ki baba çok bal açtı. Sigorta şu an dal bana olsa det kurduk diyor. Davnis şu an ol diyor. Kolla diyor. Havlayan diyor. Tun o değil diyor. Şu an davnis ol davlan. Следующая встреча с паломниками из Малгобекского района намечена уже в эти выходные, а всеобщий итоговый семинар пройдет к середине августа в летнем амфитеатре в Насыркорте. Передай Миршоева, Гапур, Киев, Новости 24.
Теперь к спортивным новостям. Опубликован окончательный список дзюдоистов, которые представят Россию на чемпионате мира. Напомню, он пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября. В состав сборной страны вошли сразу 4 наших земляка. Хасан и Хусейн Халмурзаевы, Муса Магушков и Зелимхан Аздоев, который также выступит в командном зачете. Впервые за всю историю сборная России будет представлена таким числом ингушских спортсменов, что несомненно, радует болельщиков. Сегодня в России отмечается пока неофициально праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта – День парашютиста. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов впервые совершила под Воронежем серию прыжков самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Именно в честь этого ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов. Парашютный спорт с недавних пор увлекает и жителей Ингушетии. У нас появилась даже своя федерация парашютного спорта и сборная республики. Очередные спортивные соревнования ожидаются в Ингушетии. На этот раз в специализированном спортивном зале в Назране пройдет чемпионат СКФО по боксу. Победа в турнире обеспечит спортсменам выход на чемпионат России. За это будут бороться порядка 70 спортсменов. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Отработка ударов, работа над выносливостью, выбор тактики и планирование предстоящих поединков. Бокс ошибок не терпит, поэтому подготовка к любым соревнованиям начинается задолго до их начала. У каждого спортсмена свое индивидуальное видение манеры ведения боя. Поэтому работа тренера заключается в том, чтобы объединить всех ребят под одним общим знаменем с названием «Победа». Тренера готовят своих боксеров, подводят, они слушают внимательно своих тренеров. Если, к примеру, в других единоборствах там как-то можно обходиться без, ну, в основном многие обходятся без тренерских таких направлений, да, вот, тренерских указаний, то в боксе это категорически нельзя. В боксе надо работать не только мышцами, но и головой, напутствуют все тренеры. Разговор не идет о том, чтобы ею бодать соперника, когда кулаками не получается ударить. Все гораздо интереснее. Присмотреться к противнику, узнать его слабые и сильные стороны, а потом уже боксировать. Этой тактики придерживаются миллионы боксеров. И эта тактика принесла тысячи титулов. Вот и Магомед Тангиев надеется порадовать своих земляков красивым выступлением. Бокс тренировки 2 раза в день. Утром и вечером. Ингушетия представит на этом чемпионате около 20 спортсменов, лучшие из лучших в регионе, выбранные по результатам чемпионата Ингушетии. Эти ребята будут защищать спортивную часть республики уже через несколько дней. Итак, Назрань, зал бокса, 30 июля. С каждого желающего посетить турнир поддержка спортсменов обязательно. Тамерлан Хамхоев, Сурхо Кусиев, Новости 24. Вопросы комплектования государственных и муниципальных архивов обсудили на круглом столе в региональном госархиве. Служба начала свою работу в 1993 году. Больше 200 тысяч архивных материалов, собранные годами и немалым трудом, архивисты располагают всей доступной рабочей документации организаций и предприятий, работавших в республике на момент создания архивной службы. Но самая сложная роль принадлежит историческому фонду, в котором хранится более 180 тысяч материалов, собранных в многочисленных российских госархивах, библиотеках и музеях. Опытом работы с ингушскими архивистами на круглом столе поделилась коллега из Астаны. Мы занимаемся комплектованием государственных организаций и негосударственных организаций на территории города Астана. И есть у нас еще национальный архив. Он непосредственно занимается министерствами и ведомствами. У нас 323 источника. Из 323 источников комплектования у нас 203 организации государственной формы собственности. В этой государственной форме собственности у нас
24 управления непосредственно. Учреждения культуры республики проверили на соответствие показателю «Доступная среда». Эта госпрограмма реализуется по всей стране с 2011 года и предусматривает создание условий в общественных местах для людей с ограниченными возможностями. Подведомственные Минкультуры организации проверили на наличие специальных подъемников, спусков и пандусов. Какую оценку вынесла комиссия, знает наш корреспондент. Сделать улицы и транспорт доступнее для людей, чьи возможности ограничены. Об этом в последнее время говорится много и делается тоже немало. Доступность среды в региональных учреждениях культуры проверяет независимая комиссия, в состав которой вошли общественные деятели и представители муниципалитетов. Главные в этом эксперименте – люди в колясках. Те, кто не понаслышке, знают, каково это – покорять пандусы, специальные пуски и подъемники. Минкультуры, которые вот эти проблемы, они устраняют. И на сегодняшний день это то министерство, которое работает лучше всех у нас в республике и делает доступную среду. Мы благодарны тому, что они делают для нас. И поэтому сегодня мы посещаем многие мероприятия, входим во все возможные концерты, спектакли и другие различные мероприятия, потому что для нас там созданы условия, создают. Проверяют абсолютно все. Есть ли пандусы, снижены ли пороги, расширены ли дверные проемы, доступны ли людям в инвалидной коляске санузлы, актовые залы и даже студии звукозаписи. Первым проверку проходит здание Минкульта. Члены комиссии отмечают, здесь предусмотрено все для удобства инвалидов. Следующая точка – Ингушский драмтеатр. И вот тут люди в колясках сталкиваются с первыми препятствиями. Однако устранить барьеры сами актеры не в силе. Помещение арендовано у местной администрации. И наши проблемы, они едины. Если нужно им, нужно и нам, чтобы им было хорошо. Наша задача заключается, театральных деятелей, помогать этим людям, простым людям, всем гражданам России с тем, чтобы они могли посетить ингушский или другой театр, или другое мероприятие. А вот обозначить их место проведения, встречи, это очень важно было. Очень важно то, что сегодня наша эта программа, она есть люди, которые заинтересованы вывести ее на новый уровень. Зафиксировав замечание, специальная комиссия направляется в ансамбль «Ингушетия». Въехав во двор на транспорте, попасть вовнутрь проверяющим не удается. Для нас это самое важное. Даже маленькое препятствие, пусть это будет сантиметров 20, казалось бы, нам это представляет большие неудобства. Потому что человек с ограничениями сам, если не может куда проехать, у нас очень много направлений, связанных с недоработками. Это торговая сеть, мы это больше замечаем. Аптеки, куда бы, казалось бы, людям надо постоянно с ограничением бывать. Ансамбль «Ингушетия» скоро переедет в новое здание. Члены комиссии надеются, что на новых объектах культуры будет предусмотрена и доступная среда. Однако зачастую эта доступность бывает лишь на словах. На деле же нередко даже элементарные пандусы не соответствуют стандартам. На устранение и недопущение именно таких нарушений и направлена независимая оценка, инициатором которой выступил региональный Минкульт. Не все учреждения соответствуют этому. Но поэтому наша задача сделать все. Тем более этот критерий введен только в этом году. То есть в 2015 и 2016 году критерий доступности услуг для инвалидов отсутствовал. Поэтому мы понимаем, что мы будем иметь замечания по этому критерию, но это будет для нас стимулом с тем, чтобы к следующему проведению независимой оценки, а она проводится не реже одного раза в 3 года, все эти замечания максимально были нами исправлены. Впрочем, всех этих мер все равно недостаточно, чтобы инвалиды могли жить полноценной жизнью. На это понадобится и время, и кропотливая работа. Сейчас главная задача в разы увеличить число организаций, в которых люди с ограниченными возможностями смогут чувствовать себя наравне с другими. А пока для всех подведомственных организаций Министерства культуры открыты электронные анкеты, где любой желающий может оставить свое замечание. Все просьбы обязательно будут услышаны. Ферида Миржоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Очередной рейд по Бахчевым провели сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас самый сезон, когда риск пищевого отравления от потребления богатых нитратами арбуза и дыни возрастает в разы. Такие проверки проводятся сотрудниками Роспотребнадзора планово каждый год. Отобранные образцы направят в лабораторию. Пригодна ли продукция потреблению или нет, вывод комиссия сделает после экспертизы. Мы проводим
внеплановые проверки совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии. Отбираем пробы продукции бахчевой культуры и проводим анализы на наличие нитратов. То есть у нас получается, что не должны быть завышены нитраты. Если при проведении проверок, если выявляются высокие цифры нитратов, соответственно, мы проводим административные расследования. Сегодня рейд у нас проводится по Назрановскому району. До этого мы проводили пробы анализов по городу Назрань, то есть проверки на рынках. На сегодняшний день официально зарегистрированных пищевых отравлений у нас нет по Республике Ингушетия. На одной из улиц Назрани ведется прокладка дорожного полотна. Все расходы взял на себя один из местных жителей, который просит не озвучивать свое имя. Параллельно власти города асфальтируют соседнюю улицу. Планируется также озеленение территории. На какой стадии ремонтной работы, знает Саид Куштов. Более 400 метров улицы Грейдерной уже заасфальтированы. У рабочих на это ушло несколько дней. Эта улица одна из самых загруженных в городе. В прошлом году мы заменили водопровод по этой улице. Мы планировали в этом году положить асфальтное покрытие по этой улице. Я думаю, что сейчас им будет более комфортнее ходить в школу по своим делам. Местные жители такому благоустройству не нарадуются. За эти 23 года улицу заасфальтировали впервые. Грязь и слякоть в непогоду, теперь об этом можно забыть. Не было ни дороги, ни пройти, ни проехать, ни тротуарной дорожки, ничего не было. Мы пытались своими силами что-то сделать, но после дождей здесь пройти было практически невозможно. Все расходы взял на себя один из местных жителей, который попросил не называть своего имени. Благое дело требует молчания. Хочу отметить, что средства, которые ушли на прокладку данного асфальтного покрытия, являются небюджетными. Это изъявил желание жителей нашего города за свои средства положить это асфальтное покрытие. Ну, озеленение я планирую, это будет обязательно осенний период. Мы посадим деревья по этой улице. Я сейчас думаю, может посадим по этой улице китайскую розу, потому что это дерево не высоко растет, и будет аккуратно, маленькое и цветет. Нашим женщинам понравится и детям. До ремонта для Лейлы и ее сверстников путь до школы в ненастную погоду становился настоящим испытанием. С чистой обувью до школы и обратно точно было не добраться. Все очень хорошо, теперь уже не грязная обувь. Ходим, очень приятно наступать, допустим, даже если в шлепках бегаем, играем. Ничего не мешает, там, запнуться, если упадешь, будет больно. А сейчас все стало лучше намного. Благоустройство улиц города продолжается. Местные власти планово начали асфальтировать и улицу Цицкиева. Ремонтные работы должны завершиться в течение нескольких дней. Саид Куштов, Султан Булгучев, Новости 24. 149 лет исполнилось со дня рождения генерала российской царской армии Сафарбека Мальсагова. Обладатель многочисленных воинских наград прошел достойный путь, сражаясь за Отечество в Первой и Второй мировых войнах. Страницы истории жизни Сафарбека Мальсагова перелистала Амина Бокова. Мужество, отвага и смелость – качества, за которые Сафарбек Мальсагов был награжден орденом святого Станислава первой, второй и третьей степени, святой Анны и святого Владимира и встал в один ряд с ингушскими генералами царской армии. Уже в 15 лет он выбрал военную карьеру и в 1885 году поступил на службу в 45-й Драгунский Северский полк, а уже через год в престижное Елисаветградское кавалерийско-юнкерское училище, по окончанию которого был определен в 9-й Драгунский полк. После окончания военного училища вся его жизнь, можно сказать, до полного развала Российской империи, она была связана с русской армией. За сравнительно короткий период безупречной военной службы он прошел практически все ступени по карьерной лестнице. В 1909 году его производят в чин полковника, а уже спустя 3 года переводят командиром в Осетинский конный дивизион. Подразделение переживало тогда непростые времена, ведь в прессу просочилась информация о беспорядках, царивших в дивизионе. Через некоторое время эта часть стала постепенно приходить в нормальное русло воинской части. То есть дисциплина начала восстанавливаться.
Офицерский состав большей части был заменен. Во время Первой мировой войны Осетинский конный полк под командованием полковника Мальсагова совершил форсированный конный переход и вступил в бои на Германском фронте между Львовом и Таранполем в Галиции. За умелое командование, боевые отличия, проявленные в многочисленных боях, полковника Мальсагова назначили командиром 1-го Дагестанского конного полка. А 31 октября 2015 года высочайшим приказом он назначается генерал-майором. И его карьера за годы войны, она была блистательной. К концу войны он был награжден самыми такими значимыми для полководцев орденами. Это и орден Святой Анны всех степеней, и святого Святослава, и святого Владимира. После Октябрьской революции руководством добровольческой армии Деникина Мальсагову предложили стать во главе Ингушетии. Он принял ответственный пост, несмотря на тяжелую обстановку в регионе, но в должности пробыл недолго. Уже в 1919 году ингуши подняли антиденикинское восстание, и Мальсагов подал в отставку. В 1920 году Сафарбек Мальсагов эмигрировал во Францию, где устроился работать простым рабочим на фабрику. Там он и застал Вторую мировую войну. На момент нападения фашистских войск на СССР Сафарбеку исполнилось 73 года. Служил родине в тылу. Принимая активное участие в работе Международного Красного Креста, ему удалось спасти не одну жизнь. В составе вот этой международной гуманитарной благотворительной организации они много сделали, и Мальсагов, и Джабагиев, много сделали для облегчения участи военнопленных кавказцев, особенно кавказцев. Последние дни жизни генерал Сафарбек Мальсагов провел в больнице в Варшаве, а спустя почти 50 лет потомки генерала смогли перезахоронить его на родовом кладбище Вальтиева. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. До начала учебного года сотрудники МЧС проверяют школы на соблюдение норм пожарной безопасности. Плановые проверки пройдут во всех общеобразовательных заведениях. На этот раз инспектор посетил школы в Насыркорте и Гамурзиево. О результатах инспекции Зарима Ивлеева. Насыркорт, школа номер 10. Сезон летнего лагеря закончился, а до 1 сентября остается чуть больше месяца. Пока появилось свободное окно, здесь активно ведутся ремонтные работы. Первым делом инспектор проверяет документацию, приказы о назначении ответственных лиц, а также наличие удостоверения прохождения обучения по пожарной безопасности. Обучение по пожарно-техническому минимуму проходили обучение? Удостоверение имеется? Я как новый действующий директор, я только должна, мне это предстоит, я должна пройти этот пожарный минимум обязательно. Обязательно пройдите пожарно-технический минимум. Но бумаги – это только полдела. Особое внимание госинспектор уделяет наличию огнетушителей, у которых, кстати, тоже есть срок годности. Также проверке подлежат система пожаротушения, лестницы, вентиляционные и дымовые каналы. А на стенах в коридоре планы эвакуации при пожаре, исправность пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация у вас находится в неисправном состоянии. Ну вот же сигнал, есть же? Такая дотошная проверка некоторых руководителей начинает даже раздражать. Но речь идет о безопасности детей, поэтому важна каждая мелочь. По окончанию проверки директору выдается предписание с выявленными нарушениями, которые необходимо устранить. Деревянные вот эти пожарные шкафы, они изготовлены из дерева, должны быть металлическими. Также в этой школе деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом. Отсутствовали знаки пожарной безопасности, то есть на путях эвакуации, указывающие направление к эвакуационным выходам и путям. Следующая на очереди 8-я школа. Здесь обучается около 500 детей. Первым делом инспектор проверяет пожарную сигнализацию. Пожарная тревога. Срочно всем покинуть помещение. Внимание! Пожарная тревога. Пожарная проверка охватывает не только здание школы, но и двор, где также должны быть огнетушители и обязательно пожарный водоем. Нарушения в проверенных школах схожи. В 8-й также не проведена огнезащитная обработка чердака. Отсутствуют знаки пожарной безопасности. Последнее директор объясняет тем, что в школе идет ремонт, и наклейки в скором времени вернутся на место. Что касается наклеек, это в течение этой недели мы закончим, потому что мы уже всю побелку закончили, соответственно, мы будем сейчас уже занимаемся оформлением. А то, что касается обработки чердачных помещений, это
там необходимы определенные средства для того, чтобы это провести, поэтому мы написали письмо в Министерство образования для того, чтобы нам выделили средства на проведение данных мероприятий. Как человек, как руководитель, как мама, как вообще человек, который живущий на этой земле, могу сказать с уверенностью, что очень важно уделять особое внимание, уделять пожарной безопасности, потому что, как мы знаем, что огонь не щадит никого. Руководителей школ привлекут к административной ответственности. Согласно закону, им грозит штраф от 6 до 15 тысяч рублей. Все нарушения должны быть устранены в течение установленного срока. Помимо подобных проверок, с начала учебного года спасатели будут проводить в школах республики практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае пожара. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Таким был сегодняшний день. Каким будет завтрашний, вновь покажут и расскажут Новости 24, 21 час. Всего доброго.